для того, чтобы у нас больше было возможностей влиять на те или иные ситуации в Крыму, важно количество. Для того, чтобы мы правильно влияли на эти ситуации в Крыму, нам нужно качество. Все. Мечта. Вот если произойдет так, что через условно там 20 лет о нашем творчестве будут положительно отзываться и нас будут уважать и приглашать во всем мире, то меня все устраивает. Тоқтаңыз. Ахмет, не айттым сізге? Қана барыңыз, анда отырыңыз. Вот сюда сели, вниз спустились. Вниз спустились. Родился я в Крыму, в городе Симферополь, Ахмеджит. Родился в семье, музыкальной семье, творческой семье. Отец по образованию музыкант, мама по образованию музыкант. Меня отдали на танцы, на хореографию крымско-татарскую в 4 или 5 лет. Первым учителем был Мунир Ага Аблаев. На протяжении 2 лет я у него занимался. И инициатива от родителей исходила, естественно. Мне почему-то хотелось тоже за фортепиано сесть. Но мне сказали, нет, давай. У нас вот есть такое, родители как бы проходят через определенные трудности в своей профессии, а потом не хотят, чтобы дети за ними это все повторили. Да? Ну и плюс не видели, наверное, актуальности в тот момент в этой деятельности. Но как хобби, как вот это привитие снова национального какого-то интереса к национальному, отдали на хореографию. Бекир, готовы мы? Бойдешь ты. Мунир Ага привил любовь. Вот он мне показал вот этот образ, сценический образ крымского татарина, мужчины. И это было... Он такой сам по себе фактурный. На сцене особенно выглядит. Очень круто. И вот тот образ до сих пор я сохраняю. И этот же образ я стараюсь передать детям. Работая с коллективом, с детскими, когда преподаватели меняются, немножко сложно. Кто-то дисциплину так настраивает, кто-то по-другому настраивает, поэтому везде свои нюансы есть. В Крыму, допустим, в этом плане чуть проще, потому что с самого начала мы с детьми работали. Дети приходят к нам в первый раз. Здесь дети уже с опытом общения с другими преподавателями, поэтому настроить время нужно, настроить дисциплину. Я изначально готовился к поступлению в медуниверситет. Я прошел на бюджет, на личфак. Мне была интересна хирургия. Вот. Все хотели, чтобы я стал стоматологом, потому что стоматологи много зарабатывают. Но для меня вот даже в профессии хирурга есть какой-то вот коэффициент творчества в этой профессии есть.
Но и эта профессия связана с пользой обществу. С пользой обществу. Потом, ну, получилось так, что, в общем, в самый последний момент я подался в несколько университетов, и один из университетов это был Национальная академия промышленного и курортного строительства в Симферополе, НАПОКС, на архитектурно-строительный факультет, промышленное и гражданское строительство. И в конечном итоге я в последний момент сказал, что я пойду на строительство. В 2015 году я пришел на работу в ансамбль «Храм» артистом балета. И работал я там на протяжении 3 лет, 3 или 4 лет, что такое. Мне этот опыт очень понравился в контексте работы с опытным балетмейстером и в контексте того, что мы постоянно слушали фольклорную музыку. Программы были разные, потому что ансамбль уже тогда не имел такой вот независимости прям, да, он работал от филармонии. Но по большей степени это фольклорные программы крымско-татарские, и вот этот симбиоз национальных инструментов, он тоже свое положительное влияние оказывает на вкус и впоследствии на дальнейшее видение вообще этой работы. Давай, все. Следующий, до слуху. Да. Мы, может быть, по-своему ведем работу, поэтому нам с нашими детьми проще работать, с крымскими детьми. Те дети, если речь идет о детях, которые там приехали с Крыма, и дети диаспоры, да, условно, с Киева, там, из Турции и так дальше, то разница чувствуется, ну, в каких-то ментальных качествах, наверное, да, и дисциплина тоже. Крымские более дисциплинированные. Я не скажу, что это всегда хорошо, потому что наши немножко зажатые. Вот. А дети, которые увидели другую культуру, другую ментальность, они более раскрепощенные, да, по большей степени своей. Вот. Но нам просто проще работать уже с теми детьми, с которыми вот мы изначально. Нам в контексте ансамбля «Хаял». С конца сентября месяца я находился в Стамбуле, и поступил звонок благодаря хорошей знакомой Мавиле Ханум Мемед связаться с Анифе Ханум Курситовой и работать в сотрудничестве с Хэмэлисом. Вот. И вот с того момента, с октября месяца, 17 числа, мы начали свое сотрудничество. В 2018 году организовали ансамбль «Хаял». Поступило предложение от моей Ханум Анафию заниматься в селе Новожиловка Бешаран-Утар. Моя Ханум Анафиева тогда с моей мамой Земфирихом они организовали студию при ансамбле «Храм» детскую. «Храм Елдизлара», по-моему, так и называется. И вот от моей Ханум поступило такое предложение. Я начал заниматься. Это был первый опыт моей работы с детьми. Название, кстати, «Хаял» появилось за 5 минут до концерта. Ко мне Сиджилил Бей подходит, ведущий наших концертов, всеми любимый,
всегда с нами, подбегает, слушай, говорит, ну, а название есть у коллектива? Как представлять будем? Сейчас же выходить надо представлять. Я говорю, слушай, названия нет. Как нет? Я говорю, давай там Асия Ханум Салли сидит за кулисами, готовится тоже к выступлению. Говорю, давайте вы там поговорите, придумайте, а я как раз с детьми занимаюсь. У меня там первый отчетный концерт, волнение, сборы. И через пару минут буквально он подбегает, говорит «Хаял». Я говорю, как переводится? Мечта. Все, говорю, хорошо, красиво, поехали. И вот так появилось название. Я, как первый преподаватель и руководитель коллектива «Хаял», Земфира Мустафаева, моя мама, как художественный руководитель, имея за плечами большой багаж работы в ансамбле «Храм» более 25 лет. И сестренка моя, участница самодеятельного коллектива студии как раз «Храм Йылдызлары», это вот при Майе Ханум Анафиевой. И с нами работает инстаграм-маркетолог Лиана Ханум Абдулина. Есть еще с нами фотограф, она тоже свою частичку себя оставила в нашем коллективе, и мы очень ей за это благодарны. Это Риана Ханум Бакшиш. Недавно еще появился с нами очень интересный молодой человек, мой друг, исследователь Рифат Изет. Мы тесно с ним сотрудничаем в плане знаний. Он много чего интересного находит, много информации достает из архивов. И нам очень важно подавать знания детям. Вот когда я говорю «мы», я говорю в контексте этих людей. Было бы хорошо, если бы каждый преподаватель и руководитель коллектива задавал себе, точнее, менял фразу таким образом. Я работаю с детьми, и я работаю с молодым поколением, с подрастающим поколением. Вот, то есть я работаю с детьми, фраза какой-то большой ответственности не подразумевает. Я работаю с подрастающим поколением, это уже обязует к чему-то, да? То есть каким вы хотите видеть подрастающее поколение через 10 лет условно, и какие ценности они должны проносить, в том числе в культуре, и какой культура должна быть через 10 лет. Вот мы стараемся думать об этом. Как бы мы хотели видеть свою культуру через 10, через 20 лет. И вот это уважение к культуре мы стараемся детям передать. Те образы, которые мы передаем детям и транслируем детям в тех или иных постановках, да, как мужчины, так и женщины, мы передаем их, как нам передавали наши преподаватели. Это, во-первых, то, что мы видим в старых архивных записях из изобразительного искусства, из видео каких-то записей старых коллективов, хайтармы там. Из всего этого пытаешься выделить какие-то вот детали, которые описывают вот образ. В создании сценических костюмов мы сотрудничаем с Майре Ханум Иман уже не первый раз. И это в том числе показывает и наше отношение к делу. Мы вынесли, так скажем, на сцену традиционный крымско-татарский костюм. Он отличается от привычного сценического костюма, который мы чаще всего сейчас видим на сцене. В нем нет обильной вышивки, но это отражает культуру нашу довоенную.
20-х веков, конца 19 века. И что я хочу и чем я благодарен за вот это сотрудничество Мейрихан Люман, тем, что нам удалось одеть детей в традиционный костюм и создать повод для правильных вопросов у детей к нам. И дети у нас начали интересоваться, а что вот здесь что? А что вот как вот это называется? А почему вот здесь? А почему на фесках монеты? А почему у ребят пояс вот такой длины? А почему не красный пояс? То есть вот этот повод для правильных вопросов, я считаю, мы должны создавать такие поводы чаще, преподаватели, в смысле, и руководители коллективов, такие поводы, и вот именно таким образом. Познакомить детей со своей культурой, к примеру, с национальным костюмом, с традиционным, проще всего это одеть их в этот костюм. И тогда у них будет возможность и желание спросить. Так или иначе, традиционный костюм отличается от сценического, и когда дети выходят на тот или иной конкурс, там, фестиваль, и родители, и дети видят свое отличие от других коллективов. Да? У нас в основном прижились уже сценические костюмы другого формата, а это традиционный костюм, и всем очень нравится. Çekelim buyurun. Tabii çekelim. Вот я иногда говорю ребятам, да, которые работают в нашей сфере, и те, кто какое-то отношение имеет к нашей сфере. Вот мы делаем продукт, мы говорим про фольклор, но мы должны четко понимать, что мы про тот фольклор говорим, который нам нужен, который действительно наш фольклор. Да? Поэтому вот знания, на базе тех знаний, которые у нас сейчас есть, можно пойти не в том направлении. И вот это вот будет очень большой профтык. Это, представьте, это вот условно вот все поколение и пошло не туда. Мы не осознаем свой потенциал. И вот в момент, когда мы свой потенциал осознаем, мне кажется, пойдет вот этот вот прорыв. Мы, помимо танцев детей в коллективе Хаял, мы рассказываем про то, какой образ нужно передавать, какой образ в себе несет в танце девушка крымско-татарская и парень крымский татарин. Мы стараемся в каждый танец вкладывать какую-то историю. Каждое движение должно иметь свое оправдание. Оно должно быть оправдано. Мы не делаем движение для того, чтобы его сделать. Мы делаем движение для того, чтобы передать либо отношение мужчины по отношению к девушке, либо там условно скромность, сдержанность, да, девушки. Помимо этого, культуру поведения как на сцене, так и за ее пределами. Если говорить обо мне, кто для меня есть примером, вот для меня вот эти образы, которые передались в детстве, вот они для меня такими и остаются. Вот Джемиле Ханум Осман и Мунир ага Аблаев, это и артисты балета тогдашнего ансамбля Хрым, это вот для меня есть примером того, как детям нужно преподносить, какие образы передавать. И исходя из опыта преподавания, детей нужно уважать в первую очередь. И нужно с ними дружить, но при этом давать понимать, что есть вот рамки у нас рабочие и рамки, моменты, когда мы можем с вами поговорить на разные темы, которые детям интересны. То есть вот эту вот связь нужно комбинировать. И, естественно, больше в приоритете работы. Но нужно контролировать, чтобы связь-то не была потеряна.
идея прошлого поколения себя исчерпала. Идея приехать, вернуться в Крым. Идея нашего поколения сохранить знания, которые нам передают, забрать еще все, что мы не забрали, те знания я имею в виду, вытащить все это на поверхность и передать поколению следующему. Вот эта идея должна быть реализована, потому что вот мы то транзитное поколение, на котором вся ответственность, как по мне, лежит. Условно, поколение знающих, как можно, я думаю, говорить так, что поколение первоисточников, да, наших дедушек, бабушек, оно уйдет, так или иначе, жизнь идет, жизнь заканчивается, конец всем известен, мирской жизни. Вот. А вот этот вот переход от их поколения к младшему поколению, подрастающему поколению, вот я пока форму вот этого вот консолидации вот вокруг, вот в своем поколении, вот я вот эту консолидацию не вижу, что мы понимаем, что у нас идея вот эта вот, она присуща, что все ее понимают, что на нас большая ответственность лежит. И если мы не доделаем, не сделаем, то есть вероятность того, что это не сделают. Хотя вот некоторую молодежь вижу, опять же, среди учеников, да, и думаю, а стоит ли переживать вообще? Они еще более экспрессивнее, амбициознее и ближе к культуре, возможно, чем мы были в свое детство, и чем, возможно, кто-то из нас сейчас есть. И это очень круто, на самом деле. Но с себя ответственности снимать нельзя. Нужно понимать, что работы очень много, и работа с поколением в первую очередь. Работа не просто с детьми, работа с подрастающим поколением. Я грубую вещь скажу, но давайте вот сейчас откинем все обстоятельства, да, в сторону, которые происходят. И каждый приобретает опыт за пределами, каждый приобретает знания за пределами Крыма. Что-то хорошее каждый забирает себе, вот свою условно вот эту вот религиозно-национальную эту сумку, для того, чтобы это реализовать в Крыму. Мне почему-то кажется, что каждый сосуд, он имеет свойство наполняться, и вот когда он наполнился, ему нужно эти знания отдать, чтобы снова наполниться. Мы, руководители, тоже просто так сразу руководителями не становятся, да? Я же говорю, сначала мы приобретаем опыт какой-то, мы понимаем, в каком направлении нам нужно двигаться, и только потом мы начинаем отдавать те знания, которые действительно необходимо отдавать. Точно так же запрос на вот эту вот передачу знаний, он придет, когда вот этот сосуд наполнится. За пределами Крыма, будто в Крыму находясь, это большой разницы. Я считаю, что нет. Если это будет всегда в контексте с Крымом, то есть ваша идея будет передавать знания, приносить пользу своему обществу, в любом случае в Крым мы вернемся. Вот тот, кто созидает для народа и намерен созидать для народа, он вернется. Даже те, которые не вернутся, среди них, возможно, тоже найдутся те, которые будут созидать для диаспоры. Это тоже имеет место быть, тоже работает. Это классно.
здесь моя работа с детьми условно, мы какого-то определенного уровня достигли, какой-то результат мы показали, вот что будет, да, на сегодняшнем концерте. Это и есть как бы заключительная точка. Я же говорю, в перспективе планировал еще оставаться для того, чтобы поработать с диаспорой и наработать какой-то багаж для того, чтобы там, в следующем году приехать в командировочном формате, вот такой, каждый год приезжать. Но желание вижу, что инициативу хотят поддержать, но конкретных действий нету, поэтому, в принципе, все. Почему возвращаться? Люди нужны свои. Вот. Скучаешь по людям своим, по привычкам тем, которые уже выработались, да? По правилам жизни, которые там есть в Крыму. Вот. Все, несмотря на обстоятельства, так или иначе. Еще важно понимать, да, многие вот оторванные условно по причинам обстоятельств от Крыма, не все осознают, что в Крыму там, условно, у людей осталась только культура, да, и некоторые удивляются, а почему там свадьбы до сих пор идут, да, такие обстоятельства, а почему там концерты делаются. А потому что это единственное место, где люди могут вот так собраться, пообщаться, эмоции какие-то получить, и вот это проявление крымской татарскости, условно, да, побыть в своей среде. И вот на этих мероприятиях, можно сказать, сейчас и там какие-то ивенты организовываются не, как сказать, аполитичные, да, так скажем. Вот на них все и держится, грубо говоря, вот та крымская татарскость, которая сейчас есть в Крыму. Thank you.